Кавказская нартиада, широко известная во всем мире, до сих пор является предметом научных дискуссий. Вопрос определения авторства и датировки кавказского нартского эпоса остается открытым. Ряд исследователей полагает, что герои ингушских сказаний являются потомками древних кабанцев, населявших северокавказские предгорья и горы. Нартский эпос является творением кабанцев, колхидской культуры. Поэтому у нас сопряжение происходит некоторых имен, персонажей. Да? У нас есть какие-то мотивы, которые, как говорится, имеют общую канву. Кабанская культура, существовавшая на территории Северного Кавказа в эпоху бронзы и раннего железа, является одним из древнейших и самобытных очагов цивилизации в регионе. По поводу времени возникновения ученые относят это к 7-8 векам до нашей эры, то есть зарождения эпических мотивов. Некоторые даже еще древнее относят к 3 тысячелетию до нашей эры, чтобы вы понимали, насколько это масштабный период времени. По сравнению с современностью это намного, в 3-4 раза больше, как мы понимаем, да, по времени. И поэтому терять это, в общем-то, крайне обидно. Ее представители, являясь аборигенным населением Кавказа задолго до появления сарматов, гуннов, хазар и тюркских кочевников, создали богатую культуру, характеризующуюся развитой металлургией. Медь, бронза, раннее железо, ремеслами, оседлым земледелием и отгонным скотоводством. По поводу места возникновения, здесь, конечно, есть ученые спорят, есть разные трактовки. Есть, подход, который говорит о том, что, в общем-то, это все было привнесено скифо-сарматами, и другая группа исследователей настаивает на том, что, к которым отношусь в том числе и я, настаивает на том, что, собственно, это явление является производным творчества автохтонных народов Центрального Кавказа, в общем-то, носителей колхидской, кабанской культур. Поэтому мы имеем прямое отношение, как говорится, как мы знаем. Если кто знает свою историю, может соединить и сделать вывод о том, что это, естественно, творение наших прадедов, если хотите. И поэтому с этой стороны тоже терять это наследие, это печальное. Те, которые считают, что это творение именно автохтонных народов Кавказа, их меньшинство. Самых известных я могу назвать, например, Крупного, пожалуйста. Алексеев, в общем-то, да, об этом писал. Если кто заинтересуется, может почитать, посмотреть. Конечно, большая группа – это представители скифа, сармата, аланской версии ираноязычной, в общем-то, и, конечно, их большинство. Ровно потому, что и работали достаточно долго над этим. Я имею в виду, исследования очень много посвящались. Учитывая нашу специфику нашей истории, да, мы образно говоря, поздно начали эти исследования проводить. В частности, археологические находки кабанского оружия и украшений, украшенных изображениями животных и мифологических существ, перекликаются с мотивами и образами, встречающихся в нартском эпосе. Те смыслы, которые заложены в ингушском нартском эпосе, они настолько многоплановые, это просто разноцветие. Это клад, действительно бесценный клад, который является украшением нашей культуры. Действительно, культурный герой нартского эпоса совершает подвиги, направленные на обеспечение благополучия людей, добывая для них огонь, водяную мельницу, овец и другие необходимые блага. Эти образы отражают реалии жизни горцев, обитавших в холодных и бесплодных ущельях, где выживание зависело от умения использовать природные ресурсы и осваивать новые технологии. Огонь давал тепло и возможность готовить пищу. Водяная мельница облегчала помол зерна, а овцы обеспечивали шерстью, мясом и молоком. Первые публикации сказаний ингушского нартского эпоса принадлежат Чаху Ахриеву, ингушскому этнографу и просветителю XIX века. Его работы, содержащие ценные сведения о культуре, быте и веровании ингушского народа, получили высокую оценку в научном сообществе. В частности, великий русский писатель Лев Николаевич Толстой, проявлявший интерес к фольклору народов Кавказа, ознакомившись с текстами Чаха Ахриева, оставил в своей рукописи отзыв о сказании о Кулой-Канте, назвав его «сказкой прекрасной». Особенно Толстого привлекла идея мудрого и справедливого примирения сторон, лежащая в основе сюжета сказаний, что отражает народную этику и стремление к гармонии в обществе. Таким образом, ингушский нартский эпос, являясь ценным памятником культуры, отражает древние верования, традиции и ценности народа, а также свидетельствует о его богатой истории и связи с другими народами Кавказа. По поводу признаков, здесь достаточно сложный вопрос. В основном, конечно, все, учитывая давность событий, о которых мы, в общем-то, здесь сейчас обсуждаем, да, основной упор на археологию и язык.
Вот эти две вещи, в общем-то, которые являются основополагающими для того, чтобы интерпретировать, да, искать какие-то параллели, аналогии и так далее. Потому что, в принципе, и письменные источники, если мы говорим о втором, третьем тысячелетии, естественно, этого еще не было. И, конечно, мы как бы сравнительно можем опираться только, там, например, летописи там, античных историков там, и философов, да, или путешественников, которые, в общем-то, самые как бы, первые, о которых мы можем вести речь. И там мы какие-то крупицы находим и, в общем-то, пытаемся дать этимологию этим понятиям, да, которые даются в этих источниках применительно к эпическим каким-то моментам, применительно к гидронимам, топонимам, которые упоминаются, да, потому что, во-первых, на основе как раз-таки ингушского языка. Это достаточно легко делается. Вот. Если мы будем сравнивать с ираноязычной трактовкой, то тут с большой долей натяжки, в общем-то, с очень многими условностями, да, вот если кратко, да, даются переводы. И причем смысл этих переводов настолько иногда бывает очень, ну, мягко говоря, таким странным, потому что думаешь, ну неужели древний человек настолько был как бы беден в своем воображении, чтобы какие-то важные для него понятия, термины, да, в общем-то, нарекать именно исходя из вот этого объяснения. Ну, чтобы было достаточно просто, ну, не знаю, есть, например, известный цикл сказаний о царцатах, например, да, собственно, и царцаты, они переводятся как торговцы, лавочники, в общем-то, как мелкие торговцы, лавочники, то есть вот так вот царца переводится, ну, если мы будем осетинскую трактовку говорить, один из вариантов, да, а если мы будем говорить об источниках и так далее, но это уже ближе к нам по времени, я имею в виду, да, то ну, это был действительно огромный народ, это царство Санар, Цанария, то есть, которое, в общем-то, гремело и было угрозой для всех остальных, как говорится, сопредельных племен. И, в общем-то, там уж точно как бы не мелкие лавочники, потому что они, в общем-то, были богатым племенем, царством, да, и, в общем-то, ровно из-за своего богатства, из-за своего вот этого высокомерия, в общем-то, они и поплатились, если мы будем говорить о мифах, то, в общем-то, об этом, о сказаниях, там об этом как раз-таки говорится, то, что они возгордились так, что, в общем-то, стали, значит, перечить Богу и, в общем-то, за это поплатились. Ну, уж точно это не мелкие лавочники, да, и все такое прочее. А если мы, например, возьмем ингушский вариант, то царца-Т это топоформант, который над ровная поверхность, в общем-то, да, а царца, это, в общем, Ц, это, ну, если используя фонетические там словообразования астинского языка, это трансформация ингушского «дзе». Дза, в общем-то, получается, это дзар-дза, и дальше уже мы можем, собственно, дза, это джар, это крест, это языческий крест, и дальше мы говорим о том, что это потомки дза, в общем-то, и дальше мы можем идти. А вообще, собственно, вот эти интересные транскрипции, которые в языке потом присутствуют, вот, они в нашем языке присутствуют, мы просто не обращаем на них внимания. Вот это самое дза, это ци, это, собственно, если мы будем говорить грузинский эквивалент, это почему фамилии их заканчиваются на дзе, это, собственно, сын своего отца. Если в армянской транскрипции фамилии это ци, да, это тоже кровь, это вот эта родственная связь. Поэтому тут более глубокий смысл, чем как мелкие лавочники. Вот. Ну, это я один из примеров привожу, а их достаточно много. Проблема изучения ингушского нардского эпоса усугубляется почти полным отсутствием его визуализации, что крайне затрудняет популяризацию и понимание. Как правило, если говорить там, о том, как мотивы транслируются в картинах, там, не знаю, например, да, то есть визуально как это сопровождается, хотя стремятся, конечно, соответствовать действительности, потому что, в принципе, нардский эпос, он максимально историчен. Опять-таки, ровно потому, что древний человек был максимальным практиком. Да, это была форма, в общем-то, выражения, мировоззренческого выражения того, что он понимает и осознает, как он структурирует этот мир на самом-то деле. Вот. И изображение вот современное, оно как бы далеко от истины, в общем-то, и, собственно, даже иногда часто видишь, что, собственно, вообще изображение не соответствует нашему антропологическому типу. То есть мы кавказский антропологический тип, то есть светлый обязательно, да, то есть волосы, там, да, светлая кожа, там, например, должны быть типаж транслироваться, да, вот, а видишь совершенно обратное. Вот, и это, конечно, ничего бы, если бы мы как бы не показывали это всем остальным, а люди, которые приезжают к нам в гости, а их достаточно много уже, в общем-то, да, посмотреть на нашу культуру, на нашу историю и так далее, они видят и соотносят, и у них в голове останется ровно тот тип, который они увидели.
Вот. И будет не соотноситься, как говорится, с тем, что мы пытаемся доказать, что мы как раз такие, да, потомки Алан. А Аланы у нас светлокожие, голубоглазые, там и все такое. То есть хотя бы самый вот простой элементарный пример, который мне сейчас вот на память пришел. В ингушской нартиаде есть свои ключевые герои, о некоторых из них мы с вами говорили в предыдущих выпусках. В древнейшем пласте ингушского нартского эпоса особое место занимает сказание «Семь сыновей Вьюги», одно из самых ярких и глубоких произведений. Нартский эпос, являющийся сокровищницей духовной культуры ингушского народа, повествует о героях, нартах и их подвигах, приключениях. В центре сюжета сказания всемогущий Тха, обитающий на вершине горы Башлам-Корт вместе со своей женой Дарцанана, мать Вьюг, и 7 сыновьями. Нарт по имени Кюрко, движимый состраданием к своему голодающему народу, решает похитить у Тха баранов и тростник, источник пищи и жизни для нартов. Он обманным путем вовлекает в свое предприятие сыновей Тха и использует их доверчивость. С их помощью ему удается похитить овец и тростник, спасая свой народ от голодной смерти. Разгневанный Тха обрушивает свой гнев не только на героя Нарта Кюрко, но и на его сообщников, своих сыновей, и на их мать Дарзанана за то, что она родила и воспитала таких коварных сыновей. Ее роль заключается в управлении силами природы и, в частности, вьюгами и буранами. Мать Вьюг обречена вечно стеречь прикованного к скале Кюрко, чье сердце терзает хищная птица, символизирующая вечную муку и раскаяние. А ее сыновья превращены в звезды и составляют созвездие Большая Медведица, которое ингуши до сих пор называют сыновьями Вьюги – Дардзаконгиш, помня об их трагической судьбе. Курко – это нарт, который решил бросить вызов Тха, да, и украсть у него тростник и барашков. Вот. И, в общем-то, тростник и барашки почему? Потому что это в то время это, в общем-то, символ благодати той самой, да, давалось возможность им выжить там, и так далее. Но по сути своей, если мы будем как бы исходить не с реалий сегодняшнего времени, а того времени, на самом-то деле это было святотатство, потому что он как раз-таки бросил вызов Тха, и причем не открыто ему бросил вызов, опять возвращаемся к хитрости, обману и так далее, а вот украл и воспользовался доверчивостью сыновей Тха, да, за что сыновья поплатились достаточно серьезно, да, и они, собственно, превратились в звезды. Что и, собственно, и мать поплатилась, Дарцанана, да, которую он там выгнал, и она там на вершине горы страдала и мучилась, да, от того, что семья была порушена. Курко здесь действительно, в общем-то, в таком контексте культурный герой, его нужно так понимать. Но, тем не менее, посыл был, мотив был того, чтобы нарты жили вдоволь, да, чтобы они не голодали, то есть он вроде бы для народа это делал, но самые обстоятельства характеризует ровно эпоху. Это время хитрости, добычи чего-то с помощью обмана. Это время уже более позднее. Это время Железного века, тех самых нартов. Поэтому это характеризует эпоху. И почему это? Я к чему опять возвращаюсь? Потому что это время Железного века, это время военных вождей, да, железа, если мы будем говорить в историческом контексте, выходить на исторический контекст. И поэтому это время силы, да, силы, которая обеспечивала там защищенность там, племен, народов и так далее. И, соответственно, в этом контексте как бы применимы были все средства, давайте так скажем. Да, поэтому, в общем-то, в этом контексте Курко сделал, как говорится, благородное дело. Вот. Но если понимать с точки зрения мифологии, да, и вообще первых представлений о том, как это вообще должно транслироваться, подвиг, да, то с помощью обмана это нехорошо. Сколько символизма в этих 7 сыновей Вьюги, вот это Дарцанана, Дардза, опять дза, опять мы видим эту корень морфем, джар. Текст этого сказания был записан в ингушском селении Гвилетти, Гелати, расположенном у подножия величественной горы Казбек, Башлам-Корт. В заметке Висковатого с Казбека приводятся слова жителя Гвилетти, ингушского охотника и проводника Цугола, о том, что Дарцанана начертила на Казбеке магический круг, за который никто из смертных не смеет перешагнуть, и когда она сердится, то насылает на людей тучи, ветры и снежные завалы. Цугол происходит из ингушской фамилии Бузуртановых, потомственных охотников и проводников, хорошо знающих горы и их предания. Есть предположение, что именно об одном из его предков пишет Михаил Юрьевич Лермонтов в своем знаменитом стихотворении «Измаил Бей», ошибочно называя его чеченцем. «Темны предания их, старик-чеченец, хребтов Казбека бедный уроженец, когда меня через горы провожал, про старину мне повесть рассказал». В пользу этой версии говорит то, что действие стихотворения происходит в окрестностях Казбека, где традиционно проживали ингуши. Кроме того, фамилия Бузуртановых известна своими связями с горами и проводничеством.
Пагалбиари – герой ингушского нардского эпоса, чье имя традиционно переводится как «заячий всадник». Образ заячьих всадников встречается в фольклоре многих кавказских народов. Например, в мифологии адыгов существует персонаж Карлик Испы, который передвигается на зайце и обладает огромной силой, принося вред людям. Однако исследователи ингушского нардского эпоса, опираясь на исторические данные и анализ архитектурных сооружений Горной Ингушетии, выдвигают альтернативную интерпретацию имени Пагалбиари, утверждая, что оно не связано с зайцем. Па на ингушском языке означает село, поселение. Таким образом, имя Пагалбиари можно интерпретировать как селение, охраняющий всадник, или всадник-защитник поселения. Эта интерпретация подкрепляется тем фактом, что легенды связывают этого персонажа с конкретной крепостью, расположенной в Асиновском ущелье, которая некогда служила важными воротами в Асиновскую котловину Дорхе. Крепость контролировала стратегически важный проход, защищая население от набегов. Возможно, Пагалбиари был реальным историческим лицом, представителем народа, который прославился своей храбростью и защитой родной земли. О ловкости и воинском мастерстве Пагалбиари красочно повествует эпос. Острым концом к себе он бросает в небо меч, и когда меч возвращается острым концом вниз, он ловит его и, взяв кинжал в рот, танцует на кончике иглы. Также, согласно преданиям, Пагалбиари несколько раз в день проезжает бурную реку Асу, что свидетельствует о его силе, выносливости и умении преодолевать любые препятствия. В сказаниях также подчеркивается родовая принадлежность Пагалбиари. Он был из рода Барханоевых, говорится в сказаниях. Человек древний, он был, вот сейчас, если вы спросите кого-нибудь на улице, нардский эпос, это, как бы вы его охарактеризовали, обязательно скажут о том, что это что-то такое фантазия, там, древнего человека, воображение, там, еще что такое. На самом-то деле он был настолько практиком, приближен больше к практике жизни, чем современные наши люди. Вот, потому что из окружающей действительности он вычленял самый главный мотив и транслировал его в виде мифа, в виде тех же самых сказаний, и потом дальше уже потом предания возникли и так далее. Там есть классификации, в общем-то, своих фольклорного творчества. Но самое древнее, конечно, это мифология. Поэтому в мифологии присутствуют, в общем-то, эти самые, как я их и называю, архетипы, если хотите, это те самые вот основные позиции, которые дальше получают свое разветвление в общем-то различных образах. А образов персонажей нардского эпоса, ну, красочнее, наверное. Я, наверное, вовлечена в эту тему, потому что мне кажется, что красочнее нардского эпоса тяжело что-то найти. Ну, давайте какой-то эквивалент. Там, все мы знаем, там, и все наши детки знают про эту бабу-ягу. Да? Вы любого на улице ребенка спросите, он вам расскажет, что она живет там в этой избушке на куриных ножках там, и так далее, и так далее. А если мы спросим, а какой-нибудь вариант вы персонаж знаете из нардского и ингушского эпоса, я сильно сомневаюсь, что кто-то вспомнит про Ешеп, например. Да? Ну, кто вспомнит, что это такое Ешеп? Согласно древним представлениям ингушей, подземный мир являлся обителью мертвых. По словам Башира Далгата, мертвецы в этом мире вели вполне материальную жизнь, сохраняя свой земной облик и чувство дружбы и вражды по отношению к живым. Владел загробным царством Элда. Вход в обитель мертвых охранял привратник, носящий имя Ешеп. Ешеп представлял собой древний и грозный мифологический образ. Его или ее описывали по-разному, но неизменно подчеркивали его или ее устрашающий вид и могущество. В одной из версий путники, спустившиеся в подземелье, видели Ешеп лежащим с закатившимися глазами и скрипящими зубами. Возле него лежали 63 головы воинов, а сам Ешеп точил большой нож о свои зубы. В других сюжетах Ешеп представляется в образе ведьмы, людоедки, кровососущего существа. Его или ее длинные космы были полны насекомых, которые постоянно грызли его. Удары мечом не причиняли Ешеп вреда, а вызывали лишь усмешку, что подчеркивало его невероятную силу. На самом-то деле, вот последний из вариантов вот, в нардских сказаниях о том, что это, в общем-то, существо, которое охраняет вход в подземный мир, Эл, да, и, в общем-то, медные эти врата, вот, и, значит, никого туда не пускает. Вот есть самый простой вот вариант, что она, в общем-то, на самом-то деле это непростое существо, потому что есть сказания, где говорится о том, что это мужского рода, в других сказаниях говорится, что это женского рода, в третьих, что это оно даже есть, понимаете? То есть, на самом-то деле это андрогинное, в общем-то, то есть он как бы и так, и тот вариант возможен. Есть такие образы, в общем-то, в классической мифологии они присутствуют. В нашей тоже они есть. Вот та самая Ешеп, которая вот в последних вариантах охраняет, но она действительно охраняет на самом-то деле. А вообще она девятирукая,
да, в общем-то, существо, она сосущая кровь человеческую, ну что можно еще будет более, значит, поразить воображение, которая, в общем-то, обязательно с такими длинными нечесанными волосами, которые пытаются расчесать, и ничего у нее там не получается и так далее. Но второй момент еще интересный, потому что вот тоже я в своей работе пишу о том, что Ешеб-то на самом-то деле охраняла вход в эти медные врата не для того, чтобы не выпустить оттуда никого, а наоборот, чтобы не впустить туда нежеланных гостей. Поэтому, собственно, и Борт-Кащирта, и Села Сата там уловками пытаются туда как-то пробраться, обмануть ее, там приносит тот же Борт-Кащирта, это гребень, там начинает ей красивые комплименты ей произносить, чтобы на нее подействовать, да? Пока она забудется, в общем, там успеть что-то там сделать. Но они-то отправляются зачем туда? Вся благодать, в общем-то, все культурные какие-то достижения, они достаются и ровно из того мира. Иголка, наперсток, водяная мельница и так далее, так далее. Можно продолжать и продолжать. Все обязательно, если в военный поход нарты совершают, они обязательно совершают в море. А море – это, как говорится, образ как раз-таки того иного мира, хтонического мира, хотите. Да? Там вся благодать присутствует. Поэтому Ешеб охраняет ровно, чтобы туда не зашли и ничего-то не унесли оттуда, ненароком. Вот. Но, тем не менее, это образ просто настолько красочный. Тут, в общем-то, только осталось его полноценно изобразить. Важно отметить, что в нардских сказаниях Ешеб предстает скорее как бесполое существо, хотя с преобладанием женских черт. Этот момент подчеркивает его архаичную природу и связь с древними мифологическими представлениями. Несмотря на свою грозную сущность, Ешеб проявляет некоторую слабость по отношению к героям Сескосоуса и Бятора. Он соглашается пропустить их, соблазнившись комплиментами и обещаниями принести гребень из мира мертвых. Этот эпизод демонстрирует двойственность образа Ешеб. Могущественный привратник, тем не менее, не чужд слабостям и может быть обманут. Образ Ешеб, как и само представление о загробном мире у ингушей, несет в себе глубокий символизм. Ешеб можно сравнить с Цербером в греческой мифологии, подчеркивая тем самым универсальность некоторых мотивов и мифологии разных народов. Ешеб – это тоже, кстати, представитель первой плеяды, как и Ерда, потому что Ешеб – это, в общем-то, более поздняя транскрипция, на самом-то деле морфема еш-иш, иш – это нужно, необходимо, по-ингушски, собственно. И поэтому вещи, ещи, мы с вами говорим, это оттуда эти слова. Вот она, на коренные какие вещи. Мы и сегодня с вами пользуемся и не знаем, откуда на самом деле это. Образ дракона также является универсальным для всего мира. В ингушской нартиаде его называют сармак. В народном фольклоре много разновидностей образа сармака, а также существует двойственная роль. Он охраняет источник воды, не подпуская к нему людей, но когда побежденные героями уходят, с ним уходит и вся благодать. По поводу образа Сармака, да, собственно, это самый известный образ, который современная наша молодежь, в общем-то, знакома. На самом деле он и есть производная от архаического образа рыбы, той самой, которая плавала в океане. Это, собственно, миф о том, что вот рыба плавала в океане, а птица летала в небе. И каждый раз они общались друг с другом. Случилось однажды, что поднялся холм, таким образом образовалась земля, и после этого они перестали общаться. Собственно, на самом-то деле это миф о структурировании мира. Это вот то самое трехчастное деление, да, небо, земля и иной мир. Поэтому иной мир, он постепенно, как говорится, смещался. Вот. И вот как раз-таки трансформация этого образа рыбы и есть тот самый сармак. Сармак у нас в нашей мифологии очень неоднозначная фигура. Вот, и мы знаем о том, что, в общем-то, есть мифы, где говорится о том, что он поглощает солнце, есть мифы, где он говорится о том, что вот он там, например, расположился в ущелье, где, значит, водопад, перекрыл собой воду, в результате люди стали страдать, и появляется герой, который избавляется от сармака. И, в принципе, на самом-то деле, достаточно еще интересный, например, миф сказания, вернее, где рассказ о том, что вот как раз-таки он с тучей, например, появляется. Да? Вообще смысл состоит в том, что постепенно из хранителя вот этих самых земных вод он трансформируется в хранителя вод небесных, потому что туча – это дождь, это опять-таки… И все это благодать, потому что на самом деле вода – это есть благодать, она приносит, как говорится, плодородие, дает нам всходы пшеницы, ржи там, и так далее. Поэтому на самом-то деле сармак – это благодатный персонаж, несмотря на то, что он там, значит, заглатывает солнце. Но все равно смысл его, главное его стезя
нельзя, состоит в том, что он является хранителем солнечной страны мертвых, потому что на самом деле, опять-таки, возвращаемся к тому, что вода – это образ хтонический, это стихия хтоническая, она связана потусторонним миром, вот, в древних представлениях, в том числе и ингушей, не только, в общем-то, предков ингушей, не только у нас, это вообще, в принципе, мировая традиция, вот, и шумеры, в общем-то, об этом, да, если мы будем сравнивать, вот они как раз-таки, у них такая же история связана с первой, что о том, что первоначально, значит, вообще ничего не было, да, а был хаос в виде океана, да, и, соответственно, потом уже появляются вот эти отдельные стихии земли, неба там и так далее. У нас такая же транскрипция происходит, то есть у нас земля, да, потом появляется воздух, а как только появляется воздух, это ветер, да, а ветер, вспоминаем, если мы, самые распространенные, да, сказания о маге, священном мудрейшем, там, да, ученом, в общем, который прославлен был по всему, значит, да, Кавказу, который хранил там в своем сундуке как раз-таки мудрую змею, священную книгу, вот, и всем запрещал, значит, открывать там, да, и как только открылось, ветер выскочил, начались неприятности на земле в виде засухов, там, еще там каких-то таких природных катаклизмов, скажем так, вот, поэтому ветер это тоже очередная стихия о структурировании мира, а когда мы возвращаемся к Сармаку, он как раз-таки хранитель, страж небесной страны мертвых, вот, и а последний вот этот мотив, когда связанный с тем, что, значит, вот этот Сармак, у нас есть, как, кстати, в нарском эпосе сюжеты, которые описывают, как он, значит, поднимается на небо, да, и глотает свою, значит, заглатывает солнце. Этот мотив, вот у нас есть исследователь Проб, например, провел классификацию вот этого образа Сармака, дракона, да, и как раз-таки один из, значит, вот этот одна из высших ступеней развития представлений древних людей как раз-таки в этом образе связана с тем, что как в дракона, поглощающего солнце и находящегося на небе. И как раз-таки этот тип характеризует что? Развитую государственность и развитое земледелие. То есть для каких культур характерен именно этот мотив, зафиксация? Ровно для тех, у которых есть государственность и развитое земледелие. То есть мы с вами думаем о том, что это какие-то фантазийные вещи, а на самом деле они имеют реальное, в общем-то, подкрепление, они характеризуют уровень развития, да, древних племен, наших предков, ингушей в том числе. Это нашу культуру характеризует. Один из образов. А если мы дальше будем говорить, их огромное количество, этих персонажей.